Тампонский противотуберкулезный диспансер построен в 1972 году, поэтому здание давно находится в аварийном состоянии. В 2011 году отделение, рассчитанное на 40 коек, сократили до 5, но персонал продолжил свою работу в усиленном режиме. Чем живет медучреждение в наши дни, расскажет Мария Винокурова. Сегодня на учете в противотуберкулезном отделении состоят 13 пациентов, из них 2 на стационарном лечении и 11 на амбулаторном под наблюдением. Бациллярные пациенты на стационарное лечение направляются в Якутск, но из-за транспортных сложностей некоторые остаются в Хандыге. Вот на данный момент у нас находится активных пациентов 4. В прошлом году у нас тоже было выявлено 4. Из них 3 бациллярных. А так, если посмотреть, то с 2022 года у нас была самая высокая выявляемость пациентов. Это 10 человек, и из них 2 детей. Палатная медсестра Надежда Дидыч свыше 30 лет трудится в медицине. Из них 14 лет в фтизиатрии. Еще в конце 90-х было много больных, и называлось не отделение, а диспансер. 4 палаты на 25 коек. Люблю свою работу, медицину. Я работала по юридической части, так как у меня второе образование юридическое. Но обратно потянула медицину. Все-таки, оказывается, я люблю свою работу. Приятно смотреть, когда человек излечивается, что это я помогла ему излечиться. Ну, полезность своей работы ценю. В Тампонском районе за прошлый год ФЛГ осмотром охвачено около 8 тысяч человек, что составляет 78% от общего количества жителей. И туберкулезная диагностика проведена почти у 3000 детей, 93%. С открытием КТ-кабинета в Тампонской ЦРБ улучшилась дифференциальная диагностика. Если раньше пациенты за снимком ездили в город, то сейчас помощь оказывается на месте. Все думают, что болеют только асоциальные люди, а на самом деле они могут болеть все, даже здоровые люди. Поэтому каждый год все проходят ФЛГ, а детям мы ставим детский тест. Лекарством обеспечены мы очень хорошо. Каждый год в конце года мы пишем заявку, и НПС-фтизиатрия нам предоставляет своевременно. Единственная и самая большая проблема – это аварийное здание противотуберкулезного отделения. Зимой из-за холода не включаются обогреватели, а весной мучают талые воды. Коллектив и пациенты с большой надеждой ждут строительства нового здания в 2026 году. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.